Мангаймчу. Благодатные осенние деньки я играю возле палатки. Рядом мама шьет арбаза. Когда ты была маленькая, ты говорила разные смешные слова. Вспоминает она. Например, мангаймчу. А что это такое? Когда ты находила ягодку голубики, ты не ела ее, а сразу же несла мне, крича при этом «Мангаймчу! Мангаймчу!» Значит, это голубику называла. Днем с маленькой деревянной кружечкой я пошла мангаем чурить. Вдруг позади меня кто-то часто и громко задышал. Я оглянулась. Ой, кто это? А это была огромная собака с светло-желтыми глазами. Я, испугавшись, приговаривала: «Эй, уходи, Чет, Чет!» Видимо, она почувствовала запах детеныша Чубуку. Она угрожающе ощерила своими острыми и длинными зубами. Ведь из ее шубки пошита моя шубка. Я наполнила кружку вкусными дымчатыми ягодами. Вернувшись домой, угостила всех этими ягодами и рассказала о встрече с собакой. Такая большая, чуть не укусила меня. На следующий день мама что-то таинственно шепча взяла краешек хвостик моей шубки и подожгла его. Это было так смешно, что я не сдержалась и расхохоталась. Я пошла собирать мангаймчу, подражая матери. Сделала вид, что тихонько шепчу себе под нос. На самом деле, я взяла спички и тоже подожгла краешек хвостик. Так я делала каждый день, чтобы отпугнуть волка. Но однажды случилось ужасное. Огонь вспыхнул, я не успела его потушить, и моя шубка сгорела дотла. Мама очень рассердилась на меня и отстегала меня тонким прутиком. Мне было очень обидно, я плакала и кричала. Я не виновата, оно само загорелось. Если бы оно не сгорело, я бы научилась, чтобы она меня слушалась. Взрослые все рассмеялись. То есть я осталась без шубки, меня вздули, а они еще и потешаются? Вот какие взрослые. Если я еще раз соберу много мангаймчу, никогда с ними не поделюсь больше, никогда.